как случайно, когда, например, допустим, свалился в 2 метрах от того места, где я жила, с этого момента я начала делать себя в этой жизни. Собственно, сейчас, наверное, я хотела бы сказать, почему. Если на вас не верить, то надо в жизни заниматься тем, что хочет. Вот вчера я сидела и думала, у кучи моих знакомых любимая работа. Я вчера думала написать человеку знакомому, одному учителю, написать или читать сообщения, или писать в один проект, который потенциально может быть нашим рекламодателем, я очень хочу, и написать. В общем, было куча сомнений. После этого я подумала, что после, что ж я теряю. Или почему-то, еще недавно для меня это не было очевидно, пока на меня, собственно, не трогался этот техничек, если это так можно назвать, как технический рядом. И буквально параллельно с этим, год назад, я начала помнить очень интересные вещи. То есть, например, нагуглила фильм, который занимается помощью детям, которые не слепы. Выяснилось, что есть огромное количество людей, просто излечимых, которые не могут дышать, если у них активен, но пустят организм и физический прогресс. Собственно, это быстрых двигателей и шажков к тому, чтобы в жизни делать абсолютно все, что необходимо. Собственно, дальше, наверное, я хотела бы показать такую цифру. 846 тысяч. В общем, эта цифра, если покрыть по каким-то плечам. Понятно, что там есть повторы новостей, но, тем не менее, 746 тысяч раз кирпич реально людей падал. И, собственно, еще одна цифра, это такая вот. 3 миллиона 580. Это был просто словам несчастный случай в Москве, только в Москве. При этом где-то из них закончились питанием исходом. И из всего этого можно сделать вывод, что ценность падения кирпича на каждого довольно велика. И когда я сейчас думаю, делать или не делать, взяться на что-то или не взяться, я начинаю вспоминать это. Когда у меня плохое настроение, вот что-то, наверное, меньше получится. Я думаю, а вот фонд вверх, там людей ничего уже не получится, потому что, это природные показатели, они больше жить, кроме как на вентиляции или на высоте воздуха. И после этого, в принципе, вопросов не остается. Это что-то первое, когда это как мужчины, есть какие-то стереотипы, что девочки не делают что-то первое. Когда я думаю, что мой проект очень мало, когда я думаю, что когда я думаю, что, наверное, какие последствия, возможно, я буду жалеть. И каждый раз вспоминая цифры, вспоминая ситуацию с детьми, меня, в принципе, ответ с собой. Когда-то я сказала, что думала, и все попал. В общем, бабушка еще до сих пор жива, и каждое лето она делает то, что хочет. И в 75 лет она как стандартная воздушная лодка была руководителем отделом. Вот, и до сих пор она каждое лето путешествует. Она каждые выходные, вообще ничего делает это весьма таким хаотичным способом, иногда столик паршивый, но в принципе пирог все равно по воскресеньям у нас всегда есть. Собственно, бабушка читает слухи, и в принципе все эти книжки, которые на 85 лет оставили, и она говорит, да, ты еще жива, как бы, что надо делать. И, собственно, в жизни, наверное, водопинию какую-нибудь, если только не видно что-то сверхмистическое. И, наверное, всего лишь одна. И когда я вот сегодня к этому мероприятию, так я думаю, где бы мне найти школу у меня около офиса, делаешь кирпички там запах. Чем, кстати, один из них лежал на посередине офиса, я думаю, не дай бог. В общем, собственно, нашла такую 270 миллионов. Это было Яндекс по вкусу «хочу». То есть 271 миллион. Что-то брать. Когда я еще помню, как сделать, там появилась просто как неимоверная цифра в серии 580 миллионов запросов. Вы представляете, кто хочет сделать, не знаю, каталки для студентов, кто-то хочет делать студентский, кто-то
компании. Кто-то хочет сделать подарок маме. Столько людей что-то хотят сделать и как делать. Вот опыт моих знакомых получается, да, что многие из них ведь делают что в трог, что в поездку куда-то. И, наверное, не получится выступить на 10 минут. Это безумно сложно. И я знаю, что там тоже воткнулся таймер. Я хочу сказать, что кирпич действительно может попасть, там 270 что-то хотят, и что-то делать. Чтобы вопрос, как делать, 580 миллионов, просто было миллиарды. И тогда, наверное, у нас получится исследовать своему сердцу, своим желаниям и делать что-то действительно, что мы хотим, быть удовлетворенным людьми. Вот внутреннюю удовлетворенность, рождать гармонию и настоящее человеческое счастье. Вот. Наверное, я в 2 минуты уложилась.